Кальюпылло стал легендой еще при жизни. Своими выдающимися произведениями, новаторствами в изобразительном искусстве, преподавательской деятельностью, а также удивительным взглядом на окружающий мир он оказал значительное влияние на развитие культурной жизни Эстонии. За свою жизнь он был учителем для нескольких поколений студентов, возглавлял научные экспедиции по изучению национального наследия финно-угорских народов, стал одним из первых эстонских художников, который в своих произведениях мощным и профессиональным языком описал мифы и верования эстонского народа, но обо всем по порядку. Кальюпылло родился 28 ноября 1934 года в деревне Коппа на острове Хиума. В доме его родителей Геральда и Шарлотты Пылло всегда была музыка. Много пели, играли на гитаре, мандолине, гармоне и на губной гармошке, а сам Калью мечтал о скрипке. Он даже собирал на полях камни для строительства новой дороги на Хиума, чтобы заработать себе на инструмент. В их доме появилось первое в деревне радио, из которого также звучала музыка, а вечерние новости приходили слушать все соседи. Мама из 7 капитанов была очень образованной. В их доме всегда было много книг и журналов, а дедушка привозил из рейсов диковинные вещи. Все это возбуждало фантазию и интерес к жизни, которые стали привычкой для Калью. Еще одной страстью мальчика было рисование. Весной 1949 года Кальюпылло оканчивает школу в Пуске и отправляется на материк в Хапсалу, в педагогическое училище, которое не только давало образование и обеспечивало жильем, но и выдавало стипендию. Именно это стало решающим при выборе. В тот момент Кальюпылло, который совсем не собирался становиться учителем начальных классов, даже не подозревал, как ему повезло. В то время, спасаясь от депортации и преследований, многие учителя съезжались в Хапсалуское училище в надежде спастись. Таким образом, в одном месте собрались удивительнейшие педагоги, которые развили дальше музыкальный талант Калью, привели еще большую наблюдательность и любовь к природе, раскрыли красоту национальной культуры, задали вектор духовного развития молодому человеку, а преподавателя Георга Рогожкина он почитал как своего первого наставника в мире изобразительного искусства. В 1953 году он закончил училище и был направлен на работу в школу в Кюллистоне, недалеко от Тарту, где его без труда приняли в музыкальное училище. После службы в армии он обосновался в Таллине и начал преподавать в 8-й таллинской школе Лиллeküla. В 1956 году он становится студентом Государственного художественного института Эстонской Республики, ныне Эстонская художественная академия. И здесь ему невероятно повезло с преподавателями, о каждом из которых он всю жизнь отзывался с теплом и благодарностью. После окончания института его назначают директором художественной студии Тартусского университета, где он проработает 13 лет. Кальюпылло вспоминал: Тартусский университет в тот период переживал явный духовный подъем. Почти каждый вечер в университетской столовой проходили поэтические чтения, где выступали Ян Каплинский, Пауль Эрик Руму, Андре Сехин, Лис Эппель, Мати Унт и многие другие. Были встречи с видными авторами и открытые лекции. Получив первую зарплату, он подписался через художественную студию на все имевшиеся на тот момент художественные журналы из Польши, Чехословакии, Румынии, Венгрии и даже из Китая. Из этих журналов в Эстонию стала поступать информация о всех современных тенденциях в мировом искусстве, которые обсуждались в знаменитом кафе «Вернер» на первом этаже корпуса общественных наук. Это кафе стало оазисом свободного духа, своего рода вторым университетом, который наполовину открыто, наполовину тайно действовал внутри Тартусского университета. В 1964-65 годах Пылло совершил поездки на Кольский полуостров и на Кавказ. Сильные впечатления от этих поездок остались в его работах, которые так или иначе были связаны с современными тенденциями в мировом искусстве. В 1967 и 1968 годах он возвращается к графике и активно экспериментирует с графическими техниками. Его первыми листами стали «Страх и слушатель». Эти работы несли в себе глубокий смысл, связанный с фоном политических событий 1968 года. Вдруг, совершенно неожиданно, он начал включать в свои произведения образы и символы народного творчества. В работе «Колокола души» он противопоставил плакатное женское лицо, типичное для массовой культуры того времени, изображению девушки в национальном костюме и звону церковных колоколов. А его работа «Василек» стала иконой. На ней 8 человек в белом указывают на центральную фигуру Василька. Учитывая время создания картины, Пылло проявил исключительную смелость, использовав сочетание
национальных цветов Эстонии – синего, черного и белого. В этом же году василек был назван национальным цветком Эстонии. В 1969 году художник завершил серию работ, посвященных столетию эстонского праздника песни. В этом цикле он впервые предлагает глубокое понимание образа жизни и мировоззрения наших предков. Архаичная и мечтательная атмосфера его черно-белых, слегка коричневатых хуторских домов, деревенских церквей и пейзажей глубоко и эмоционально воссоздала эпоху столетней давности, а голубоватая линия отпечатанных фотографий девушки, увенчанной венком, соединяет листы в серию, одновременно создавая сочетание запрещенных в советское время цветов – синего, черного и белого. Однако все печатные экземпляры были уничтожены цензурой. В начале 70-х годов творчество Калиопылу переживает настоящий бум. Художник теперь полностью сосредоточился на корнях эстонцев, мифическом мировоззрении наших предков и в целом на древней культуре финно-угорских народов. Для того, чтобы осознать и показать, кто мы есть, художник совершал путешествие во времени к истокам национальной культуры, чтобы через осознание прошлого увидеть и сформировать свое будущее. Плодотворное сотрудничество с историками, археологами, этнологами, финно-угроведами и естествоиспытателями, а также возможность проникнуть в глубины сокровищниц университетской библиотеки и этнографического музея чрезвычайно обогатили Калиопылу и помогли ему найти свое истинное призвание и уникальный путь художника. Эльнара Тайдра говорила о нем. Пейзажи Пылу, кажется, представляют собой модель эстонской вселенной. Его произведения с высоты птичьего полета раскрывают космические пейзажи с божественным видом. В 70-х годах меццотинта стала любимой техникой художника, и он становится самым профессиональным мастером Эстонии в этой чрезвычайно требовательной технике глубокой печати. В 1972 и 1973 годах, увлекаясь портретами, Пылу создает серию, изображающую ученых-интеллектуалов, в которых отобразил своих единомышленников и друзей Яна Эйларта, Пауля Рикарумма, Пауля Ариста, Матиунта и других. В 1973-1975 годах состоялись поездки на Урал и в Сибирь. После них последовали экспедиции в разные регионы проживания финно-угорских народов, а вслед за ними появились выдающиеся графические серии «Древние жители», «Северный мир» и «Люди Кали». На основе материалов, собранных и исследованных во время поездок, Калиопылу написал несколько книг, которые сделали его известным еще и как вдумчивого исследователя и талантливого писателя.